Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, огромное спасибо вам заранее за вашу подписку, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Мои милые, кто делает донаты, земной вам поклон. Прошу за вас высшие силы, чтобы вам послали в 1000, в миллион раз больше, чем вы помогаете мне. Огромное вам спасибо. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Что вам по судьбе на будущей неделе? Что преподнесут вам в ближайшие 7 дней? Если тема интересна, присоединяйтесь к моей отсыпке. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, планах, мечтах и надеждах. Задайте такой вопрос. Что мне по судьбе на будущей неделе? Что преподнесут мне в следующие 7 дней? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на ваши вопросы и послать для вас самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что расскажет вам песочек. Так. 7 дней достаточно активные. Вот я вижу очень много активности, очень много дорог. Дороги здесь вышли как короткие, так и дальние, как и светлые, так и темные. И придется, конечно же, вам себя показать. Вы понимаете, вот себя показать. У вас тут еще даже лодка есть. Да, здесь очень много дорог вышло. Дороги эти могут быть как и физические, что вы действительно будете, вот прям так сложится ваша жизнь, ваши обстоятельства, что придется вот прям походить, поактивничать куда-то, кому-то, подобиваться чего-то, поездить, съездить, да. То есть у вас тут нет времени на отдых, на какой-то вот, я не знаю, на спокойную жизнь, как говорится, да, времени нет. Очень много активности, очень много какой-то вот, знаете, вот такой бодрой космической энергии, которая вас постоянно продуцирует. Вы будете очень много ходить, вы будете очень много активничать, при этом вы не будете чувствовать усталость. Кстати, может быть еще такой момент, что вы, наоборот, физически не ходите, но вы как будто бы вот сидите, да, на одном месте, решаете очень много за других людей, да, другим людям вы даете задания, рисуете им планы жизни, да, там дорожные планы вы рисуете. То есть вы для других людей вы даете важную, нужную информацию, да, помогаете другим людям, как планировать их жизнь, да, даете им там задания, в этом плане помогаете. В любом случае, я вижу, что вы молодчинка, я вижу, что у вас все под контролем, все схвачено, все идет в правильном, нужном направлении. Ваши дороги, они все какие-то продуманные, просчитанные, взвешенные, то есть не будет тут такого, знаете, галопом по Европам, бегом, язык там на плече, кто-то где-то что-то забыл, потерял. Нет, у вас наоборот, вы каждому своему делу, вы настолько будете педантичным, скрупулезным человеком, к каждому делу вы подойдете, вот прям со всех сторон его рассмотрите, просчитаете, продумаете, там еще раз спросите про это дело. То есть у вас вот прям как целая такая досье идет на каждое дело. Будете готовиться очень обстоятельно. Если это касается других людей, там просто вот вы превзойдете сами себя по своей гениальности и подготовке пути либо маршрута для человека. Здесь у вас вышли такие две ящерицы, которые будут конкурировать. То есть вы будете конкурировать с другим человеком, либо наоборот, другой человек будет конкурировать с вами. То есть для вас это человек знакомый, и вы как будто бы всегда не на ножах, да, но при этом у вас какая-то вот идет здоровая конкуренция. В этот раз этот человек каким-то образом постарается вас обойти, да, то есть показать вам, что вот, а я лучше. Может быть, человек там что-то приобретет более там дорогое, качественное, либо, такая какая-то показуха может пойти, да. А вы, знаете, как будто бы вызов вам бросит. Вот смотри, у меня там новый там телефон, да, либо там машина новая, либо там какая-то одежда там красивая, дорогая, как будто бы вам вызов постарается этот человек бросить. Вы не реагируете. Знаете, что вы этого человека делаете вы его в делах, в работе, в признании, в этом вы его сделаете. Человек, немножечко от вас действительно отстает. И если вас сравнивать, то, конечно же, вы
вы идете победителем, а вы идете главным в этой схватке. То есть вы вот такой лидер, неоспоримый лидер. И от этого этот человек очень сильно бесится. Возможно, этот человек, не знаю, там, залез в кредит, занял деньги, да, чтобы вам вот показать, у меня есть, да, у меня там последний iPhone, либо еще что-нибудь. То есть вот такой вот кич идет именно. Там за этим кичом ничего внутри нет, все пустое, там все выгорело. Мало того, еще человек за это будет долго расплачиваться. И что самое парадоксальное, вы об этом узнаете, и это будет очень смешно. То есть человек хотел выпендриться, извините, буду говорить по-русски, а получилось, наоборот, опозорился. Вот. Так что вы вот первую минуту, когда вы увидите, не расстраивайтесь, не старайтесь перебить этого человека, потому что есть скрытый факт, который, ущербность этого человека покажет. Дальше у вас вот здесь две птички. Одна большая, вторая маленькая. Одна на вас смотрит, вторая вот отвернулась. По этим птичкам придет новость, которую вы долго ждали. Но новость эта, она какая-то масштабная. Да? Вы ждали вот такой ответ, да? А вам вот такой придет, да? Сразу. Много всего придет. Фильтруйте информацию, там очень много важного и полезного. А эта птичка мне говорит о страхах, внутренних каком-то раздрае. Вот прям, знаете, может быть такой момент, что захочется просто похандрить, я не знаю, там поплакать, поистерить. Бывает, особенно у женщин, да, вот есть такие периоды в жизни, когда прям хочется. Да, почему бы нет? Хочется. Мои дорогие, постарайтесь так сделать, чтобы вас, например, никто не видел, потому что люди просто не поймут. Не поймут, и вы можете напугать таким поведением ваше окружение. То есть у людей может паника случиться. Что происходит? Она же такая сильная, либо он такой сильный, и вдруг вот расклеился, да, значит, все плохо, значит, все, мы там тонем. Вот. Знаете, что люди на вас очень сильно реагируют и на ваши проявления реагируют. Так, дальше я вижу, это какое-то, знаете, ежеминутное там помрачение, да, назовем это так. Может быть, там, извините, ПМС, да, но все мы девочки, у всех бывает. Либо вот просто вот гормоны иногда играют, что прям вот на ровном месте можно там расплакаться, да, птичку жалко. Либо себя можно пожалеть по какому-то там случаю, либо по какой-то ситуации. Но да, иногда плакать полезно, иногда вот себя пожалеть тоже полезно. То есть вы себя не критикуйте за эту ситуацию, просто постарайтесь, чтобы никто вас в этот момент не видел, да, потому что паника может у вашего окружения случиться, если вот такая сильная женщина, либо сильный мужчина хандрит. Так, мои дорогие, смотрим дальше. Здесь, смотрите, бабочка красивая села. Где-то вы пойдете в какое-то место отдыхать пойдете, либо с коллегами в кафе, в бар, в ресторан, либо с клиентами, либо с любимым человеком, либо с семьей. То есть какое-то место отдыха идет. Бабочка вот такая вот у вас красивая, но небольшая. То есть это, скажем так, посиделки эти принесут вам очень много удовольствия, легкости, расслабитесь, отдохнете, не стоит отказываться. И даже если, например, у вас денег не очень много осталось, все равно просто порадуйте себя вот таким добрым душевным коллективом, просто посидеть, не знаю, там вина, бокал выпить, либо пиво попить, либо вот там, не знаю, вкусную пиццу скушать, да, либо кто там что любит. Вот, можно себе один раз там позволить, и оно того стоит, поверьте. Вот там будет какой-то разговор очень душевный, очень добрый, который даст вам какую-то мотивацию, либо подсказочку. В общем, вы будете себя чувствовать прекрасно, и вы ни разу не пожалеете, что вы туда пошли, и вы услышали, либо узнали ту вещь, которую вам скажут, либо о той вещи, которую вам скажут. Дальше. Две луны. Две луны мне говорят о том, что вы победите каких-то два очень сомнительных дела, либо обстоятельства в вашей жизни. Сразу два. Один за вторым. Причем одна луна у вас побольше, другая поменьше. Я не знаю, в каком порядке это будет происходить, но то, что вы сможете победить какие-то обстоятельства, вы сможете стать сильнее, чем эти обстоятельства. Может быть, раньше вас пугало, не знаю, там, вакцинация, да, а тут вдруг вы поймете, что, а мне пофиг, да, извините, и ничего страшного нет, да, не хочу, никто не заставит, хочу, пойду и сделаю, да, то есть как бы такой момент произойдет. И следом еще одна приходит победа над собой, либо над обстоятельствами собственной личной жизни. То есть где-то вы сможете себя к чему-то вот прям подготовить, уговорить и вот с легкой кровью, да, пройти это все. Так, для тех, кто в паре, в браке, в отношениях, у вас тут тишь-да-блажь, здесь все как-то тихо пойдет, тихо, гладко, ровно, без надрывов, без споров, без каких-то вот, я не знаю, там выяснений, без шторма семейного, да. Вот по этой чаше у вас все спокойненько, все как-то радостно, вы занимаетесь своими делами, там любимый человек своими делами, там дети своими делами, все как-то существуют тихо, спокойно. Единственное, что, конечно, вот если есть с вами рядом пожилой человек, ваша ли мама, его ли мама,
бабушка, может быть, тетя. Вот пожилой человек может какой-то диссонанс носить, какую-то, может быть, панику, либо какие-то, может, претензии, может быть, какие-то срочные, там, важные дела. Все бросайте, делайте, как я сказала, либо я сказал. Человек, может быть, еще и, ну, как обидеться, да, вот обидчивость какая-то может. То есть пожилые люди будут на этой неделе, извините, чудить, причем конкретно. Относитесь к этому с пониманием, да, то есть пожилой человек, ну, все бывает, да, вот они становятся, знаете, такие вот с возрастом более, даже вот говорят, похожие на дети, но я с этим не совсем согласна. Наоборот, они слишком такие вот переживательные. Вот их переживательность, их мнительность, она как будто бы там, не знаю, в 3-ю степень возводится. То есть это даже не в кубе. Люди вот просто на ровном месте могут распереживаться, расстроиться, не знаю, разобидеться, да, поэтому, ну, будьте немножечко повнимательнее, подобрее и снисходительнее, да, не надо там говорить, что там глупости думаешь или делаешь, ну, человек беспокоится, хочет, ну, скажите, да, мы сделаем, мы посмотрим, мы сделаем все возможное, чтобы ты не переживал, не переживала, все будет хорошо, самое главное, не беспокойся, мы тебя любим, мы с тобой рядом, понимаете, немножечко вот отнеситесь с пониманием, вот, от вас не убудет, на самом-то деле, да, но человеку будет очень приятно, потому что вот прям может человек немножечко расстраиваться. Так, дальше, на работе. На работе у нас тут какие-то разговоры идут, разговоры. В принципе, я не вижу тут какой-то особой нагрузки на работе. В основном идут какие-то разговоры о чем-то. Вы говорите с коллегами, вы говорите с начальством, начальство говорит с коллегами, начальство говорит с вами. То есть все что-то обсуждают. То есть как будто бы это какой-то пчелиный улей, да, где вот постоянно вот это же происходит, да, какое-то вот общение идет, все что-то обсуждают, какие-то новости летают, а вы вот знаете, вы в этом улее сидите и не понимаете, вы вроде как бы вы слышите вот этот белый шум, да, какой-то шум происходит, а чего он касается, вы не понимаете. Ну и не надо, понимаете, сидите, работайте, выполняйте свою работу. Главное, что я вижу, что вас никто не трогает, вы занимаетесь тем делом, которое прекрасно знаете, в котором разбираетесь. Кстати, для новичков, если вы поменяли работу, либо вы подумываете о том, чтобы поменять, где-то пойти учиться, а вы можете столкнуться с такой ситуацией, что какие-то вещи для вас будут не совсем понятными, да, и вы вроде как бы читаете о чем-то, либо вы спрашиваете, вам объясняют, а оно раз в одно ухо влетело, в другое ухо влетело, там посрединочке встретилось и вот также вылетело. Не стесняйтесь переспрашивать. Не стесняйтесь, понимаете, вы не покажете себя глупым человеком, наоборот, вы покажете себя человеком, профессионалом, который желает во все тонкости войти, потому что там какое-то хитрое дело, либо какая-то хитрая наука, я не могу это объяснить вот четко, да, но я вот вижу, что там какой-то подвох есть, да, что не так-то просто это понять, либо освоить, либо принять, воспринять, если ты в этом не варился, как говорится, да, если ты, может быть, на своем опыте, да, эмпиристическим путем это не попробовал, да, тебе не понять. И пусть вам человек, там, я не знаю, там, нарисует, покажет, расскажет, пусть вы попробуете, как это делается. Не стесняйтесь переспрашивать, не стесняйтесь несколько раз спрашивать, к разным людям подходить и спрашивать. Понимаете, хуже будет, если вы не поймете. Вот там, да, люди могут подумать, что туповат человек, да, ну, как объясняли, нифига не понял, вроде махал головой, что да, а на самом деле ничего не зашло. Вот прям серьезно вам говорю, переспрашивайте, записывайте, просите, чтобы показали. Не бойтесь этого момента, все будет хорошо. Дальше. По деньгам. По деньгам тут какая-то может быть немножечко заминка. То есть вы ждали в один день деньги, а деньги придут немножечко попозже. То есть какой-то вот может быть 1-2 дня, ну, разницы между получением денег будет. Для вас, я вижу, это не критично, но вы прям попланируете свой бюджет с условием, что вы можете получить деньги позже, чем тот срок, на который вы рассчитывали. Да? По поводу трат. Я не вижу тут у вас больших трат. Единственное, что вот какой-то соблазн будет на какую-то вещь, но я вижу, что вы себя отговорите. И это будет правильно. Дальше. Ребенок может потребовать деньги, потребовать каких-то растрат, потребуется на детей. Ну, тут уж, что тут душой кривить надо, значит надо, покупайте. Так, еще человек, который с вами на интернете, да, общение с другой стороны где-то, с другой стороны, может быть, даже мира. Этот человек, он может приболеть, у этого человека могут быть какие-то неприятности по жизни, о которых он не скажет, о которых он просто промолчит, а вам уже просто, ну, придется догадываться где-то так, да.
мои дорогие, не накручивайте, понимаете, что человек к вам испытывает самые лучшие чувства, но, ну да, как бы у всех у нас свои тараканы. Человек может посчитать, что лучше вас не расстраивать, да, лучше вас не вовлекать 100% в эту ситуацию, чтобы вы не расстраивались, чтобы вы не переживали, чтобы вы выдохнули. На самом деле, конечно, получится наоборот, вы еще больше распереживаетесь, но человека подталкивают на этот путь самые лучшие побуждения. Так. Еще очень важный момент, который я хочу вам сказать. Наполненность. У вас дважды идет наполненность. 2 чаши, которые наполняются. Тут дорога, которая вас наполняет. Это может быть дорога на работу, дорога по какому-то делу, по чему-то делу. Дважды вам повезет, дважды вы получите 100% да, 100% результат. Так что, ну, если есть у вас планы, если есть какие-то намерения, особенно если это связано с какими-то, может быть, сторонними организациями, людьми, то, конечно же, делайте. Дважды вас ждет большая удача и большое наполнение. Поэтому используйте это время во благо себе. Мои милые, неделя интересная, неделя необычная. Я вижу, что вы в эту неделю не будете скучать. Я вижу, что, возможно, будут какие-то моменты хандры, но они как-то, вот знаете, вот может быть один день, может быть такое состояние. Вы не расстраивайтесь, понимаете, что все бывает в этой жизни. И принимайте ситуацию такой, как есть. Если душа требует... Да, вот бывает такое состояние, хочется прям похандрить, да, какую-нибудь грустную песню послушать, да. Идите на поводу, значит, вам для чего-то это нужно. Ничего не бойтесь, верьте в себя, работайте, как работали, живите, как жили. И понимайте, что здесь очень много людей на вас смотрят. Я не знаю, кто вы, не знаю, чем вы занимаетесь, но как будто бы вот многие с вас пример берут. Вы для многих как вот какой-то, не знаю, компас, что ли, да, по жизни. Все реагируют на ваши изменения. Поэтому понимайте, что когда у вас плохое настроение, вы тоже можете задевать всех, кто вокруг вас. Либо когда вы, например, улыбаетесь, то же самое происходит. Почаще улыбайтесь, ну а если где-то хочется погрустить, то постарайтесь это делать наедине, потому что чтобы не было вот этой вовлеченности лишней, да, и чтобы не было потом паники и каких-то лишних вопросов. Мои милые, на этом моя отсыпочка закончена. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.